В ухтинском поселке Югор все-таки закрыли единственную школу. С нового учебного года всех детей будут возить в город за 5 километров. По мнению местных чиновников, это улучшит успеваемость ребят. Кроме того, здание в плачевном состоянии и требует основательного ремонта. Но некоторые родители возражают, школу в поселке надо сохранить. В ситуации разбирался Павел Королев. В прошедшем учебном году в Югорской школе училось всего 46 детей, а в сентябре здесь ожидали только одного первоклассника. При этом педагоги ухтинские, работают по совместительству и к тому же пожилые. И в ближайшее время ситуация с кадрами вряд ли изменится, как и с количеством учеников, уверены в местном управлении образования. Из 15 человек 10 достигли пенсионного и такого глубокого пенсионного возраста. И с учетом имеющейся проблемы в наших городских школах, у нас сейчас 75 педагогических вакансий, мы не ожидаем сюда притока молодых кадров. Анализ выпуска из детского сада и контингент на начало 2022-2023 года показывает, что с 1 сентября сюда придут только 40 детей. Причем в первый класс придет только один ребенок. И анализ последующих выпусков показывает, что мы не можем ожидать увеличения контингента школьников именно здесь. К тому же состояние здания школы оставляет желать лучшего. Два крыла, одному 30, другому 50 лет. Каждую весну протекает кровля, зимой – сбои в системе отопления. На капитальный ремонт требуются большие деньги, которых в муниципалитете нет. К тому же серьезно хромает успеваемость местных ребят. Из 46 учеников только 9 были хорошистами. Многие жители микрорайона давно перевели своих детей в городские школы. Однако есть и те, кто не согласен закрыть школу. У меня ребенок в 6 классе, тоже девочка, у меня нет машины, отвезти, привезти, то есть я ее потеряю. И родителей можно понять. Многие опасаются, что ребенку будет сложно адаптироваться в городской школе. Да и в Ухту каждый день на такси не наездишься. Но югорских детей с 1 сентября обещают обеспечить транспортом. Причем бесплатно. И по школьному маршруту, и с использованием проездных билетов. Но самое главное, это то, что ребята из Югора смогут получать хорошее образование, посещать секции и факультативы наравне с городскими. Как итог, больше шансов поступить в престижные вузы. Здесь уже с начальной школы они будут влиты в эту нашу образовательную среду, которая даст им массу выбора. То есть захотят техническое направление, идут в определенные образовательные организации. Да? Гуманитарное усиливается в классах, у нас учебный план есть. Расформирование югорской школы в мэрии видят единственным оптимальным решением. С 1 сентября детей распределят по другим школам Ухты. Школа в Югоре будет ликвидирована как учреждение, а здание законсервировано. Павел Королев, Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.